Бойлелікнен урметлі сейірчілер мұна бұл гүзел фильмлер ақында сейіреттік. Малюмат пек мерақлы олды. Шымды есе яйнымызны девам етеміз. Бізім студиямызда аңлағаныңыз кібі мұсафыр болына весіз урметлі сейірчілер бұл субетімізге davetlesiniz. Doğru sözlerini aytasın Ali ve şu sebepten bizim stüdyamızda Sayde Usmanova, Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti'nin vokal, böyle sanat, tarih ve Kırım Tatar Tili ve Edebiyatı kafedrasının böyle terbiye işler boyunca dekan membellesi muavini bizge teşrif buyurdu ve o şimdi sizni böyle üniversitetin hayatını yakınca tanış edecek. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Алейкум селям. Саба шефлеріңіз қайырлы Сау болсын. Асыл насыл бүгінгі сабағыңыз башланды. Яқшы ма, Ерши? Ну, сегодняшнее утро, в принципе, от любых других не отличается. Это ранний подъем, потому что дорога есть. Но кофе я сегодня не пила. Buyurunuz. Buyurunuz, bizim kahvemiz sıcak. Дала своим традициям. Чем живет университет? Университет живет насыщенной, активной жизнью, направленной на созидание и воспитание будущих учителей. Но вот сейчас у нас в университете проходит очень интересное событие. Это студенческий форум государственных языков Республики Крым. Вчера состоялось открытие данного форума. Цель данного проекта – это популяризировать развитие государственных языков Республики Крым, формировать у молодого человека не только речевую культуру, но и осознание себя как сильного речевого субъекта в поликультурном обществе. И вот вчера состоялось открытие данного фестиваля, форума. И что у нас прошло? Прошла открытая выставка в библиотеке учебной, методической и научной литературы по филологическим дисциплинам. Прошел круглый стол и выставка «Как слово ваше отзовется», в которой, значит, были представлены в живописи, в рисунке крымско-татарской, украинской и русской литературы. В данном конкурсе вот еще пока номинации не определены, будут сегодня-завтра определяться. Сегодня у нас планируется по 4 номинациям конкурс. Это «Живое слово», это авторское стихотворение, это лучшая авторская песня и «Акулы пера», в котором будут соревноваться, как вы понимаете, журналисты, историки. Ну и закрытие форума состоится завтра большим гала-концертом. Будет открытый мастер-класс «Будущий учитель в поликультурном обществе». И на гала-концерте, конечно, мы уже будем поздравлять и участников форума, и тех, кто получил какие-то места, получит. Потому что сегодня очень насыщенный день, и будем... А сколько участников? Только участники Крымского инженерно-педагогического университета или другие университеты участвуют? Нет, надо сказать, что участники у нас не только нашего университета. Я могу сказать, что так как принимают участие и организаторы данного форума, это кафедра филологии, русской филологии и факультет истории, искусств, крымско-татарского языка и литературы. Вот на сегодняшнее мероприятие у нас поданы 65 заявок. Это только на номинацию «Лучшая авторская песня», «Лучшая проза». Вот 65 заявок у нас. По вчерашнему конкурсу подано 33, около 55 заявок. И участвуют не только студенты Крымского инженерного педагогического университета, участвуют и студенты КФУ, очень много подано заявок, из медуниверситета, который входит, из ТНУ, из Крымского университета культуры и туризма. Поэтому вот цель действительно, впервые проводится данный форум, и нам бы хотелось, чтобы на следующий год это стало как традицией нашего университета, ну и привлечь внимание Министерства образования, чтобы это было на уровне министерства. Мы приготовили каждым участникам сертификаты достойные, будут 1, 2, 3 место, и если будут достойные, значит, это будут лауреаты каких-то номинаций, но это на уровне как бы нашего университета. Если мы выйдем на высший уровень, то это, конечно, будет на уровне министерства смотреться совершенно по-другому.
понятное дело, что если, например, я не участник, где я могу посмотреть работы, которые представлены на этом форуме? Ой, хороший вопрос. Значит, выставка у нас стоит выставлена на первом этаже в холле, только при входе в университет, на 5-м этаже и на 7-м этаже. А какие работы? Ну, на первом этаже видно было, что представлены больше живопись, художники, я смотрю, там постарались, и они повесили свои работы. А на 5-м и на 7-м этаже? То же самое. Это все выставка состоит из тех работ, которые были заявлены конкурсантами и которые участвуют в конкурсе. Вот сегодня будут уже известные по этой номинации. И я говорю, на гала-концерте мы будем поздравлять. Пока еще сами не знаем. А кто входит в жюри? Да. Ну, в жюри нашего факультета, я не могу сказать по другой секции, потому что я модератор секции в нашей номинации, на нашей кафедре. Это вокальное искусство и дирижирование. В нашей секции входит Эльмира Ахтемовна Ситмиметова, Урианне Сидалиевна Инжикаева и Гуменюк Ольга Николаевна. Ну и ваше Слово. слуга, да. Очень интересно, Сайда Ханум. Расскажите, пожалуйста, кроме этого, чем вы еще занимаетесь в университете? Ну, у нас большой факультет, как вы видите, история, искусство и крымско-татарского языка и литературы объединила в себе столь, скажем, ну не разные, но немножко различные по своей деятельности кафедры, но это нисколько нам не мешает, а наоборот. Вот это сплочение, у нас 1000 студентов, у нас 7 кафедр. Воспитательной работой, как замдекана, сейчас занимаюсь я. И хочу сказать, что мы участвуем как в социальной, так и в культурной жизни. Это музеи, посещение музеев, это выставки, это все знаменательные даты. И вот буквально недавно наш университет начал принимать участие в школе 4 президентов. Это уже станет традицией до того момента, пока школа не откроется. И каждую субботу студенты разных факультетов будут проводить субботники. Причем вот хочется возродить такую традицию, ну, не трудового обучения, а, скажем так, создания чего-то хорошего своими руками. И студенты так восприняли с таким энтузиазмом, говорят, мы с удовольствием будем делать, потому что это школа будущего. И я надеюсь, и многие из них при открытии школы станут преподавать в данной школе. И на базе этой школы, возможно, будут проходить и наши практики педагогические, научно-педагогические. Поэтому вот каждую субботу ребята из кафедр будут кто-то деревья сажать, кто-то, в общем, посильную помощь, которую нужно в данный момент оказать. А где именно это будет происходить? Вы место определенное выбираете? Нет, это пока на сегодняшний день это будущая школа на микрорайоне Фонтаны. Как я сказала, вот пока мы задействованы там. Хорошо. Студенты рады? Студенты довольно активно восприняли данную информацию, с удовольствием, с энтузиазмом. Вот первую субботу мы ходили, я сама с ними была, и проректор был по воспитательной работе, Таир Шукриевич был, и, в общем, даже мальчики мыли окна и говорили, мы делаем это впервые, может быть, и последний раз, но с удовольствием. То есть ничего здесь зазорного нету, чем можем, будем помогать. Интересно, на самом деле. А вот такой вопрос очень интересует. На филологии крымско-татарской очень часто студентов, практически всех, заставляют участвовать в Олимпиаде по крымско-татарскому языку. Ну, раз уж они учатся на этому языку, обучаются, соответственно, нужно показывать свои знания, уровень своих знаний. А вот на кафедре искусств, как вот там обстоят дела? Вот можете открыть такую тайну? Заставляют ли студентов именно участвовать во всевозможных концертах, чтобы проявить свои вокальные данные? Вот вы знаете, слово «заставлять» я... Ну, я согласен, да, Да, это неправильное слово. Вот недавно прошел, ну как недавно, это где-то было в октябре, я сейчас число не вспомню, но была Олимпиада государственных языков, которая прошла в школе, гимназии
И наши студенты не только принимали участие как участники Олимпиады по украинскому и крымско-татарскому языкам, но и как не модераторы, но наблюдающие, которые помогали этому процессу, наблюдали за детьми, за порядком. И тоже это были студенты нашего факультета. Что касается наших вот студентов-музыкантов, конечно, вот свою посильную помощь, например, даже в этом, для развития языка, они вносят тем, что они популяризируют достижения прошлого, настоящего, потому что это живой язык, да, а вот могу сказать, что, например, кстати, на данном форуме, опять-таки, сведу все это, студенты ТНУ, причем студенты филологического факультета, вот они представили картины. Я не знаю, сколько заявок, и думаю, что, конечно, тоже есть по языку, потому что проходят и круглые столы, и конференции за эти 3 дня, что касается вот именно развития языка. Но наши студенты, вот было куча заявок на гала-концерт. Это не тех, которые будут участвовать в форуме, а тех, которые не задействованы, но с удовольствием записывали на гала-концерт участников, и не было отбоя. Поэтому очень активные у нас студенты, они участвуют в различных сферах, и даже мы не успеваем отслеживать, в принципе. Когда у вас день открытых дверей, многие телезрители, как сказать, интересуются и желают, и хотят посмотреть. Ну, у нас регулярно бывает день открытых дверей, на которых, конечно, это, в принципе, если отслеживать сегодня, у нас все владеют интернетом, то этот день 24 декабря и в конце весны мы обычно делаем. На дне открытых дверей у нас участвуют все кафедры, то есть мы рассказываем, вводим по кафедрам, все заведующие кафедры, все преподаватели, ну, раскрывают перед студентами для того, чтобы они могли определиться в своем выборе и вот свою такую, скажем, выбор профессии определить, потому что это сложный вопрос. И многие до последнего думают, а куда же поступать, и даже в последний момент могут как-то поменять свое мнение. Вот, пользуясь случаем, да, такая маленькая реклама, но все-таки в Крымском инженерно-педагогическом университете крымско-татарский язык изучают все. Вот такой вопрос. На музыкальной кафедре требуют ли студентов исполнять песни на крымско-татарском языке? Вы знаете, слова «требует» опять-таки нет. Мы, наверное, единственные в Крыму, в Республике Крым, которые не только популяризируют именно крымско-татарскую культуру, фольклор, но и являемся тем источником, тем фундаментом, на котором будет, я думаю, происходит сохранение нашей культуры, так как только на нашей кафедре преподаватели создают обработки народных песен. И эти обработки, у нас выпущено уже немало книг на кафедре. Это и обработки Асана Айдеровича Чергеева, внука, да, поэта Чергеева, Асана Чергеева. Это, опять-таки, Сить Меметовой, Эльмира Ахтемовны, который является руководителем ансамбля Тан Йылдызы. Это и Наргиз Касымовой. У нас и студенты участвуют, потому что они проходят такой спецпредмет, как обработка произведений. И многие из них, если они талантливы, они к своей госэкзамену, а у нас госэкзамен – это хор, который исполняет произведение с сопровождением и без сопровождения. И выпускающий студент – это бакалавр, уровень бакалавра и магистра, который дирижирует значит, данным хором и получают квалификацию учитель музыки, преподаватель спецдисциплин и дирижер хора. На инструментальной кафедре учитель музыки, преподаватель спецдисциплин и дирижер оркестра. Ну и по своему тому инструменту, на котором они учатся. Поэтому наши студенты, они исполняют именно крымско-татарские песни. И практически же весь репертуар, он довольно очень богат.
И же такие вещи нигде не услышишь, потому что крымско-татарская музыка, она по своей сути была монодийная, один голос. И вот сейчас мы начинаем возрождение такой хоровой культуры, возрождение нашей национальной самобытной культуры вот в таком необычном жанре. И хочу сказать, что вот я слушала недавно «Таврический благовест», хор. Они исполняли, в их исполнении я услышала 3 крымско-татарских обработки, песни в наших обработках. То есть обработки наши, потому что этим больше никто не занимается, поэтому мы их не заставляем. А в их репертуаре как народные песни по классу вокала и по классу хоровому, и в классе дирижирования они обязательно проходят. Это входит в обязательную программу. И у нас даже русские студенты, не только крымские татары там, и украинцы, они иногда даже просят, а можно мы возьмем вот данное произведение, потому что метроритм отличается, да, так у нас смещение сильной доли, это 7/8, 9/8. То есть при том, что они изучают и культуру, и песни, они еще изучают и сложные размеры. Это очень интересно. Çok sağ olunuz. У меня даже слов нет уже просто что-то сказать. Очень интересно. В завершении, все-таки немножко у нас, я так смотрю, время ограничено. Чего бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Ну, я хочу в первую очередь пожелать сегодня удачи всем конкурсантам, чтобы они достойно выступили. Вообще в предвкушении ожидаем сегодняшний день, потому что увидим много талантов. А зрителям хочу пожелать здоровья, чтобы берегли себя, своих детей, удачи во всем. И чтобы добивались тех поставленных целей, которые они перед собой ставили. Потому что достигает только тот, который идет. Идите вперед. Сау болыңыз, Сайда ханым, келгеніңіз үшін Жоқ, сау болыңыз сабадан сізге. бөле бізге гүзел кейфні ве әлбетте студентлер ақында бөле ажайып мәлуматларны бізге тариф еттіңіз. Сізге әлбетте ішіңізге муафақият, өзіңізге саулықны тілеймін. Çok sağ olunuz. Sağ olunuz. Allah razı olsun. Урметлі сейершілер, yayınımızны devam etеміз. Асыл нефбеттегі рубрикамыз бізге тек файдалы хақында тариф етежек. Нелерні япмаға, нелерні япмамаға. Doğru, yapmağa ve yapmamağa. Çünkü bizim телеканалымызда Саба программасының çerçevesinde sport meşguliyetleri. Buyurunuz.